Здравствуйте, меня зовут Бурханова Лумида. Я выпускница НИШ IB в Астане 2018 года. На данный момент я учусь на третьем курсе в медицинской школе в NeoMed Medical School, который находится в штате Огайо в США. За плечами у меня уже оконченный бакалавриат в сфере биологии pre-med и уже 2 года медицинской школы, я только перехожу на третий курс. А впереди еще 9,5 лет учебы. Я сейчас объясню почему. Дело в том, что образование в США, именно медицинское, оно очень-очень долгое и состоит из следующих компонентов. Это 4 года бакалавриата, 4 года медицинской школы, 3-6 лет резидентуры. В нашем регионе, в Казахстане, это обычно называют ординатура. 3-6 лет в зависимости от специализации. Есть такие специализации врачей, например, терапевт, семейный врач, который занимает всего лишь 3 года. А если это хирургическая специальность, я для себя выбрала гинекологию. В частности, в гинекологии резидентура занимает 4 года, а хирургические специальности обычно 5-6 лет. И после резидентуры меня ждет My fellowship — это уже очень узкая специализация. В сфере гинекологии я вижу себя как репродуктивный эндокринолог. Мне очень откликается мысль, что когда-нибудь через 9-10 лет я смогу быть тем человеком, тем врачом, который поможет семейным парам обрести счастье, иметь ребенка. Обычно репродуктивный эндокринолог — это врач, который лечит бесплодие и разные виды заболеваний, которые влияют на репродуктивную функцию человека. На текущий момент я работаю 3 ночных смены в неделю. У меня есть личные причины, почему я это сделала, но работа очень сильно связана с моей, разумеется, карьерой. Я работаю в сфере здравоохранения, я помогаю людям, которые на данный момент находятся дома и проходят тяжелые курсы химиотерапии. Люди, которые были продолжительное время в больнице и только вышли из больницы спустя месяц и уже тяжело адаптируются к жизни дома, у которых серьезные проблемы с сердцем, которым нужен ежедневный, поминутный надзор, чтобы убедиться, что у них все в порядке. Вот с такими пациентами на данный момент я работаю 3 ночи в неделю. Я нахожусь сейчас в бесплатной клинике. It's called NeoMed Free Clinic. Эта клиника основана нашим руководством для того, чтобы дать возможность студентам попробовать себя как врачи, служить местному комьюнити. Моя медицинская школа находится в underserved area, где большинство людей находятся за чертой бедности, и поэтому у этих людей, скорее всего, нет медицинской страховки, нет финансовых возможностей пойти к врачу, который уже принимает как полноценный врач. Поэтому они приходят в нашу клинику, где студенты, как я и мои одногруппники, и даже студенты с 1-го курса уже могут начинать по чуть-чуть принимать участие в лечении пациента. На каждую смену в клинике у нас есть один врач, который уже практикующий, опытный специалист. И получается, мы заходим группами, группа студентов интервьюет пациента, делает физический экзамен, physical exam, и потом мы идем и разговариваем с врачом про наши our findings, наши предположения, наши предложения с лечением, что мы думаем будет лучше всего для пациента. У нас также есть фармацевт в группе обязательно. И врач уже дает свои рекомендации, приходит знакомиться с пациентом. То есть у каждого пациента в этой клинике так или иначе есть время с врачом профессиональным, который уже практикующий специалист, но основная работа заключается именно в роли студентов. Так вот, в этой бесплатной клинике я очень часто волонтерю как и обычный member of the medical team. Прошлый год я волонтерила регулярно раз в месяц как team lead. Team lead means I'm a leader of the team. А сейчас я являюсь председателем отдела по обучению пациентов. Объясню, что это такое. В Америке работа в медицине — это teamwork. Нет такого, что один человек может полностью помочь пациенту и помочь ему выздороветь и получить лучшие health outcomes. It's a teamwork. So we have nurses, медсестры, social workers, люди, которые работают над
социальными факторами, которые влияют на лечение и жизнь пациента. We have pharmacist. Фармацевт в Америке — это человек, который вместе с врачом обсуждает дозировку, комбинации препаратов. Они именно обучались, все свое образование было посвящено, все их образование было посвящено тому, чтобы знать, какие комбинации препаратов для каких групп пациентов, для какого возраста, беременные, не беременные, какие препараты будут лучшей комбинацией. Поэтому врач назначает лечение, но фармацевт — это уже вторая стадия, где фармацевт проверяет, а подходит ли этому пациенту именно данный курс препаратов. То есть наша клиника уже является примером того, как работает медицина в Америке. Мне бы очень хотелось, чтобы в Казахстане тоже когда-нибудь была такая комплексная программа, комплексный подход к лечению, потому что здоровье человека заключается не только в лекарствах, которые мы прописываем как врачи. Здоровье человека очень сильно связано с его психоэмоциональным состоянием, с его социальными факторами, а насколько он может себе позволить лекарства, которые я сегодня пропишу, а какие у него есть препятствия к тому, чтобы прийти ко мне на прием. Возможно, у него нет машины, возможно, у него есть дети, которых не с кем оставить. Именно с этими вопросами уже работает social worker. И хотелось бы, конечно, чтобы вот именно эта практика в американской медицине стала более популярной и общепризнанной в Казахстане. Самое главное мое достижение на самом деле не связано с конкретной медициной, оно связано с моей личной жизнью. Я, будучи человеком, воспитанным в восточной культуре, очень сильно и высоко ценю семью. И для меня семейные ценности, семья — это на первом месте. Поэтому, наверное, самое большое достижение для меня — это то, что я смогла привести сюда мою маму, моего брата, и у меня есть дорогой, любимый сердце человек, и я смогла все это сохранить, мои личностные отношения с родными и любимыми людьми, несмотря на нагрузку в профессиональной отрасли. А если говорить конкретно про достижения, которые, скорее всего, более применимы именно к образовательному процессу, то в нескольких отраслях я разделила эти достижения на несколько отраслей. Research. Я первый автор научной статьи, которая была опубликована в престижном журнале Stem Cell Research. Эта статья была написана в скупе в исследовании, которое мы проводили на тему кистозного фиброза, cystic fibrosis. Я очень горжусь тем, что я смогла поучаствовать в этом исследовании и сделала продолжительно долгую работу в течение 2 лет, которую я смогла опубликовать как первый автор в этом престижном журнале. В других research-проектах у меня их было 3. И еще 3 я сейчас начинаю, веду. В других research-проектах я занимала призовые места на конкурсах, где ты презентуешь постер, рассказываешь про свое исследование на уровне штата, на уровне региона. У меня дважды было 3-е место, что для меня является большим знаком, потому что это очень кропотливый труд. Я практически провожу ежедневно в исследовании и так далее. Касательно волонтерской деятельности, я думаю, что моим большим достижением является то, что я была волонтером в хоспис. Хоспис — это, как вы знаете, это служение людям, у которых уже нет шанса на лечение, на исцеление. И вот именно в хосписе я была Death Vigil Volunteer. Это означает, что я была человеком, который приходит, когда человек уже активно умирает, и буквально через несколько часов, а может быть несколько дней его не станет. Для меня это было очень значимым опытом, быть там, находиться с человеком, когда его семья была в другом штате. Кроме того, во время ковида я в своем университете во время бакалавриата основала клуб для волонтеров. Знаете, как во время ковида не позволяли посещать пациентов, а в детской больнице это сравнить тому, что ребенок все время будет изолирован. И вот я основала клуб, который дистанционно делал разные игры через iPad. Мы связались с администрацией детской больницы, мы связались с медсестрами, объяснили им ход нашей работы. Я набрала волонтеров со своих студенческих кругов. И мы проводили каждые 2 недели разные Jeopardy-style games for kids. Это было очень интересно. Я думаю, что адаптироваться к таким
нестандартным ситуациям. Это хороший навык, и поэтому я довольно-таки горжусь этим опытом. В плане работы моя мама не знает об этом, но когда наступила пандемия, я была в Америке, и я устроилась на работу в госпиталь на COVID-designated floor. То есть абсолютно каждый пациент на моем этаже был COVID-инфицирован. И я была ассистентом медсестры, то есть я была именно тем человеком, который больше всего времени проводит с этими пациентами. Я их кормила, я их переворачивала, я их переодевала. И я даже не могу объяснить, насколько это сильно повлияло на мое мировоззрение и на мое решение посвятить себя медицине. Я с ранних лет знала, что я буду врачом, но вот именно этот опыт, то, что я не осталась в стороне, а была на frontline, очень много значит для меня. Я считаю, что это долг. Я считала и на тот момент, что для меня, как будущего врача, это мой долг посвятить именно этот период тому, чтобы быть рядом с пациентами и поддерживать своих коллег. Я искренне убеждена, что медицина — это не выбор профессии, это призвание. Медицина должна быть в первую очередь в вашем сердце, потом ваш ум должен быть настроен на то, что вы посвятите очень много лет работы над тем, чтобы стать врачом. И именно это было у меня и тут, и тут. И когда мне было 7 лет, так случилось, что у моего папы случился сердечный приступ. И для ребенка в том возрасте это очень травматичное событие. И с того времени я часто думала, а как работает сердце? А почему происходит так, что молодые люди, моему папе было 38 лет, уходят рано из жизни? А как работают генетические заболевания? А как я могу сделать так, чтобы у никакого ребенка в мире больше не было такого, что они теряют родителей? И, как говорится, в каждой трагедии есть свой смысл. Для меня это стало той трагедией, которая дала мне смысл и как-то поставила меня на путь, бесповоротный путь, именно к карьере врача. Карьере в медицине, наверное, так правильнее сказать. Бесповоротный, потому что для меня не было никогда никакого другого пути. Я никогда не рассматривала другую профессию, кроме как в медицине. Тут я хотела бы сразу дать совет будущим выпускникам. Когда вы думаете, что на врача очень долго учиться, вспомните вот эту мысль. Вам все равно будет 30 лет, вы все равно дойдете до того возраста. Might as well get there and achieve your dream, чем дойти до этого возраста, так и не выполнив то, чего просила ваша душа. Таким образом, медицина — это всегда было моим призванием. У меня не было никакой другой мысли даже выбрать карьеру в другой сфере. Я отучилась на полный грант в Honors College. Honors — это туда принимают особо отличников. Когда ты говоришь, я закончил Honors College, в Америке сразу понимают, что у тебя, скорее всего, очень сильные интеллектуальные способности, ты очень яркий студент. Мне повезло быть именно в этом кругу. И даже когда я училась в Honors College, у нас была программа, где можно было с Honors College напрямую поступить в Law School, абсолютно без каких-либо экзаменов. Просто если ты закончил Honors College, тебя берут вот так прямо в школу, где ты можешь стать адвокатом или судьей. Я на секунду такая, так, в медицину поступать очень сложно, потому что в Америке бешеная конкуренция именно на то, чтобы стать врачом, так как зарплаты у врачей здесь очень высокие. Я такая, стоит ли мне пойти в law school? Нет, эта мысль покинула меня в ту же секунду, потому что в душе я врач, в душе я не была бы адвокатом. Я думаю, что когда ты выбираешь свою профессию, свое призвание сердцем, ты обязательно достигнешь успеха, и ты дойдешь до своей цели, если ты сердцем, всем сердцем, всей душой желаешь этого. Поэтому я не остановилась тогда перед соблазном стать адвокатом без каких-либо препятствий, а выбрала более сложный путь — стать врачом. Путь длиной в жизнь. ИШ — это такая школа жизни. Ребята, ученики, которые все еще в НИШ, будьте губками, впитывайте каждое слово, которое говорят вам учителя. Потому что вы даже не представляете, каким навыкам вы научитесь, если будете действительно следовать всем рекомендациям.
когда в НИШ вас учат в IB, допустим, у нас был профайл IB-студента, все эти навыки очень пригодятся вам в жизни. Если бы я могла дать себе совет в начале карьеры, я бы сказала dream big and work hard. Как я и сказала ранее, у меня были соблазны выбрать более легкий путь, но это даже не столько из-за того, что мне хотелось легкого пути, это из-за того, что когда я приехала в Америку, мне сказали, что статистический шанс у международного студента поступить в медицинскую школу 0,4%. И когда ты слышишь это изо дня в день, и каждый раз, когда я пыталась поступить на research-программу, каждый раз, когда я пыталась сделать какой-то internship, везде требовали green-карту или citizenship. Это, конечно, очень сильно расстраивало, потому что тебе все говорят, тебе нужно сделать research, но потом, когда ты идешь и ищешь этот research, тебе говорят, у тебя нет гражданства, мы не можем тебя взять. В Америке, к сожалению, именно в сфере медицины дела обстоят так. Поэтому очень легко поддаться в уныние, впасть в уныние и выбрать более легкий путь. Но если бы я была в начале своего пути, и у меня был бы ментор, я бы хотела, чтобы мне сказали dream big, dream what your heart wants, and work hard for it, and you will get it. А еще самый важный совет, который я даже сейчас себе напоминаю, это know your priorities. Потому что, когда ты не знаешь, к чему ты идешь, ты не знаешь своих приоритетов, очень легко расползтись в разные стороны. Ты должен знать, какой ты человек, какие у тебя ценности, что для тебя самое главное. Даже будучи врачом в будущем и посвящая 90% времени учебе ежедневно, свои 10% я никогда не сдаю учебе. Я оставляю их для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и о своей семье. Это очень важно для меня как человека. И я советую каждому ученику в начале своего учебного пути расставить свои приоритеты и знать, что самое главное для вас. Если для вас самое главное стать нейрохирургом, забудьте мой совет про 10% для себя. Ваши 24 часа в сутки будут посвящены этому. Если для вас самое главное быть самым ярким студентом на всем курсе, это возможно. Я закончила колледж с salutatorian degree, то есть salutatorian — это второй человек на всем потоке. А у меня очень большой университет, я была вторая по рейтингу. Это стоило мне многих нервов, и учась на этих ошибках, рефлексируя, я понимаю, что now I'm prioritizing my family, prioritizing my health, and it's really important to me. Поэтому в начале своего пути постарайтесь определить свои приоритеты. Вы хотите быть нейрохирургом, хотите быть самым умным, хотите быть самым успешным, самым красивым, самым счастливым, и действуйте в соответствии с вашими приоритетами. В любой стране работа врача, соответственно, имеет очень высокий уровень ответственности. Ты в операционной комнате, в твоих руках жизнь человека. Ты в комнате с пациентом, в твоих руках его здоровье. И в такие моменты осознания, когда я чувствую, что на моих плечах лежит жизнь человека, мне очень помогает общение с пациентами. Узнать их получше, узнать, чем они живут, чего они хотят, какие сложности есть в их жизни. Это мотивирует меня perform my best as a future physician, perform my best as a student now, потому что я знаю, что от качества моих знаний будет зависеть their health outcome. Конечно, в целом медицина для меня — это про служение, это про желание лечить, исцелять. И когда я выбирала эту профессию, я знала, что самым приятным для меня это будет видеть, что я вылечила человека. Это очень помогает мне сейчас, в периоды высокого стресса и ответственности. Я начала это еще задолго до медицинской школы, когда я училась в бакалавриате. When I was in college, I had 3 jobs. 2 of them were teaching jobs. Я преподавала биологию, я преподавала другую дисциплину, которая только в американских университетах. Что мне помогло? Skills that school taught us. Как я и сказала, ребята, будьте губками. Ваши учителя научат вас самым лучшим навыкам, как стать успешным человеком. Школа научила меня распределять приоритеты, have a great time management. You guys know what deadline is.
Это очень важный навык. Сейчас у меня 99% времени происходит чем-то занятым. Я чем-то занята. Когда я еду за рулем, чтобы не waste my time, я слушаю подкаст. Когда я готовлю кушать, я слушаю подкаст. Когда я тренируюсь, я хожу в тренажерный зал побегать или сделать эллиптическую тренировку, я делаю карточки, flashcards. Time management, ability to prioritize what's important to you, ability to multitask. Это все уроки, которые я получила со школы. Я не изобретала велосипед, меня научили этому в школе, чему я безумно благодарна всю мою жизнь. Когда я работала в госпитале, я очень много времени проводила как сиделка с пациентами, над которыми нужен постоянный надзор, потому что это люди, которые попытались совершить суицид, но у них не получилось. И теперь мы, как медики, должны убедиться, что они в безопасности. Меня искренне шокировало, что это молодые люди с огромными талантами, с большим потенциалом, которые добровольно хотели оставить свою жизнь. Это просто для меня как огромный красный флаг подсветило, как важно уделять большое внимание mental health. Both as a doctor, as a person, as a family member. Я всегда очень чутко отношусь к вопросам mental health. Бывают периоды эмоционального выгорания, как я и сказала, у врачей, особенно которые не следят за своим здоровьем и не оставляют времени чуть-чуть для себя, происходит burnout, и его намного тяжелее вылечить, из него тяжело выйти. Поэтому у многих врачей и медстудентов высокие риски суицида. Недавно я сдавала board exam, то есть это государственный экзамен, который состоит из 3 шагов. There's 3 steps. Это 3 шага, чтобы стать врачом полноценным. Вот я сдала первый из них, и я не могу объяснить это. За ночь до экзамена я не могла заснуть. Наверное, потому что в этом одном экзамене, который длится 8 часов, ты 8 часов должен быть вот до 100% внимателен к деталям. You have to be so sharp. И 8 часов это очень тяжело, но я тренировалась, я готовилась к этому. Это экзамен, который оценивает ваши знания за все 2 года до этого. То есть 2 года материала в медицинской школе — это очень много. И вот ментально я настолько была сфокусирована, я знаю, как важен для меня этот экзамен, что мое тело включило fight or flight response, и я не могла заснуть. Я лежала в кровати, и я чувствовала, как у меня дыхание, как будто я бегу марафон. Я чувствовала, как у меня сердцебиение учащенное. Когда я разговаривала об этом потом со своим ментором, врачом, он сказал: так положено, так должно быть. Система медицины в Америке, система образования медицинского в Америке учит тебя быть универсальным солдатом, потому что врач — это практически универсальный солдат. В операционной комнате, когда у тебя стрессовая ситуация, у тебя нет шанса на то, чтобы даться эмоции и просто испугаться и начать паниковать. Ты должен адаптироваться к стрессу. Поэтому я так важно, опять-таки, большое внимание уделяю ментальному здоровью. Вот эти все практики ментального здоровья, глубокое дыхание регулярно, медитации регулярно, counseling center. В каждом университете в Америке есть counseling center. Having your support system. Это все очень важно, чтобы быть здоровым человеком и ментально, и физически. И если вы здоровый человек ментально, you perform better at your job. Поэтому в такие периоды высокого давления и стресса я просто возвращаюсь к тому, что я делаю для своего ментального здоровья. Врач — это экстраверт. Это человек, который чувствует себя счастливым и энергичным, когда он окружен людьми. И когда я общаюсь с пациентами, это помогает и дает мне сил, и еще помогает мне мотивироваться и stay strong for them, потому что когда я вижу отдельного человека, и у меня есть шанс прикоснуться к его жизни, они рассказывают мне секреты, о которых они не говорят никому. Это дает мне такую перспективу, которая заставляет меня perform my best for this patient. Because they tell me things they don't tell anybody. Это огромная ответственность, но в то же время большая привилегия. И это очень, опять-таки, ментально помогает мне оставаться функционирующим, эффективным студентом и будущим врачом.
И support system. Support system is so big. Я очень благодарна всем своим друзьям и родным, и близким, своей семье, моему любимому человеку за эмоциональную поддержку, которую я получаю, потому что за каждым врачом стоят годы стресса и много людей, которые поддерживали их в эти годы. Через 10 лет я думаю, что в Казахстане все будет хорошо, и в медицине, и в других отраслях, потому что растет поколение нишевцев, выпускников ниш. Я искренне всем сердцем верю, что в нише люди, которым хочется сделать мир лучше. Я знаю, что нас так воспитывали, нас так учили быть мотивированными лидерами, быть людьми с критическим мышлением. И поэтому эти люди, эти студенты, выпускники ниш в любой отрасли, они будут делать свой максимум. Поэтому у меня глубокое убеждение, что Казахстан обречен на успех. Единственное, что меня немного тревожит, это новоиспеченная практика с обязательным медстрахованием. Объясню. Я тревожусь, что в Казахстане произойдет то же, что и произошло в Америке. Американская медицина на текущий момент, как обстоят дела сейчас, это финансовая индустрия, это бизнес-индустрия, где доминируют страховые компании. И это не в их интересах, чтобы пациент долго жил. Это не в их интересах, чтобы мы дали пациенту самое эффективное лечение. В их интересах продолжать получать деньги за медуслуги, продолжать получать деньги от государства. И я боюсь, что Казахстан, приняв вот эти поправки и интегрируя обязательное медстрахование, дойдет до того же. Я каждый день вижу, как мои менторы, мои врачи отстаивают интересы своих пациентов, и это занимает большое время, которое они могли бы лечить, они могли бы посвятить пациенту. Но в Америке медицина стала такой индустрией, что теперь на одного пациента легально у врача есть только 20 минут. А как вы за 20 минут поговорите с пациентом про его семейную историю, которая очень важна? Как вы поговорите про его вредные привычки, которые играют роль в его развитии заболевания? Как вы узнаете о его внутренних переживаниях, которые не дают ему эффективно следовать лечению? 20 минут этого недостаточно, чтобы произвести физический экзамен дотошно и тщательно. Поэтому медицинское страхование — это очень опасная система, и я не хочу, чтобы Казахстан повторил практику Америки. Если медицина живет в вашем сердце, и вы понимаете все риски и сложности, которые идут с этим путем, выберите этот путь и идите до него до конца. Вам все равно рано или поздно исполнится 30 лет. Лучше пусть вам исполнится 30 лет, и вы дойдете до своей мечты, чем вы сдадитесь на полпути просто потому, что там долго учиться или там сложно. Если она живет в вашем сердце, идите веря в себя, идите веря в то, что если вы на своем пути, у вас все обязательно получится. Если стучаться во все двери, какая-нибудь обязательно откроется. Мне очень не хватало в свое время менторства. Я не знаю ни одного врача из Казахстана, который в Америке практикующий доктор, и мне не хватало подсказок. Я не знала, как же сделать ресерч, если нигде меня не принимают с казахстанским гражданством. Оказывается, нужно было подойти к профессору в университете, и это было очень легко. Но я об этом узнала только на 2-м курсе. И потратила целый год в поисках этой лазеечки, которую мне мог бы кто-то подсказать. Поэтому мне не хватало этого менторства, и я надеюсь, что я смогу стать этим самым ментором для наших выпускников, которые хотят выбрать карьеру в медицине, карьеру в науке. Никогда не отчаиваться и не вдаваться в уныние. Если в вашей жизни что-то произошло, у этого есть глубокий смысл. Постарайтесь проанализировать критически, как вас учат в школе, и найти смысл, исследовать этому пути, исходя из этого смысла. Никогда не забывайте, какой вы человек внутри, что для вас самое главное. У всех успешных людей есть самые главные цели, которые они друг другу себе повторяют каждый день. Есть mission statement, чего они хотят, конкретные goals. И есть время для себя, потому что медицина может поглотить вас полностью и заменить все ваши интересы и увлечения, заменить общение с родными. Не позволяйте этому произойти. Возьмите один день off
one day off a week is enough. But during that one day off, do your bare minimum. У меня есть bare minimum. В любой отпускной день у меня все еще есть bare minimum. Это обычно 100 flashcards, или час flashcards, или какой-то короткий подкаст. Даже когда у меня выходной, я делаю хотя бы bare minimum. Это идет, it correlates with my other advice. Если ты видишь цель, беги к ней. Если ты не можешь бежать, иди к ней. Если ты не можешь идти, ползи к ней. Если ты не можешь ползти, просто лежи в направлении к ней. Потому что иногда будут такие периоды, когда просто не получается ничего сделать в этой отрасли к этой цели. Тогда я вам советую делать то, что в ваших силах. У меня впереди еще 9,5 лет учебы, но когда я закончу, конечно, я хочу принести большой вклад в развитие медицины в Казахстане. Когда-то у меня была мечта организовывать трипы, volunteering trips с моими одногруппниками, коллегами, друзьями, врачами, чтобы приехать в Казахстан и лечить самых тяжелых больных, чтобы делиться практикой, которую используют здесь, в Америке, в частности, Cleveland Clinic, номер 3 по всему миру в сфере кардиологии. И здесь мы проходим обучение, в Cleveland Clinic в том числе, и вот эти навыки, эту практику привести в Казахстан и делиться там с врачами. Больше всего последние 5 лет я хотела сделать такой проект, он не связан с медициной, а создать сайт, где будут размещены анкеты с фотографиями и видео детей в детских домах. Потому что когда я училась в старшей школе, я волонтерила в детских домах. Был такой фонд Best for Kids, мне кажется, он и сейчас есть. Мы ездили в детские дома, мы привозили детей в город и показывали им разные людей, разные профессии, в которых они могут себя найти. Тогда я очень прониклась тем, что этим детям нужна такая большая поддержка, и мы даже не знаем, какие прекрасные есть детки в этих домах. А мы этого не знаем, потому что мы их не видим. Мы все знаем, что есть там детские дома, но мы не знаем, какие волшебные и добрые глаза у них. Поэтому я хотела создать сайт по опыту россиян. В России есть такой сайт усыновите.ру. Он был создан одной семьей банкиров, где они разместили анкеты детей. Там коротко написаны их интересы, их хобби, их черты характера и много-много фотографий, много видео. Когда ты открываешь этот сайт, у тебя буквально ёкает что-то в сердце. Я хотела создать такой сайт для Казахстана, но я столкнулась с бюрократическими препятствиями. Надеюсь, что когда-нибудь у меня это получится. И надеюсь, что у меня будет группа нишевцев и школьников и выпускников, которые захотят поучаствовать в этом, прикоснуться к этому прекрасному проекту. Это все у меня в задумках. К сожалению, находясь на 3-м курсе учебы, на данный момент я не могу prioritize it, но когда-нибудь в будущем обязательно хочу вернуться в Казахстан и помочь модернизировать сферу медицины, помочь в развитии вот этих сайтов для детских домов. Никогда не слушайте людей, которые говорят, что у вас не получится. Когда я услышала статистику 0,4% поступить в медицинскую школу, конечно, я была подавлена. У многих моих одногруппников на текущий момент поступление из бакалавра в медицинскую школу заняло 3-7 лет. И в любой из этих лет они могли просто сдаться. Но если вы видите цель, опять-таки, не получается бежать, идите к ней. Не получается идти, ползите к ней. Никогда не сдавайтесь и никогда не позволяйте людям говорить, что у вас чего-то не получится. Если вы хотите этого всем сердцем и делаете что-то для этого, даже your bare minimum, у вас обязательно все получится. На данный момент в моей жизни, у меня такой период жизни, когда, конечно, большое время занимает учеба, но это циклично. It will be over soon. И перед экзаменами у меня нет совсем времени ни на что. Но, опять-таки, жизнь циклична, это it's a cycle. Иногда есть периоды, когда нужно сфокусироваться полноценно. Иногда есть периоды, когда я в отпуске и я расслабляюсь. Поэтому времени на хобби остается не так много, но я очень сильно люблю бегать. Мне это приносит большое удовольствие. Мне кажется, химически, биохимически и гормонально эндорфины, нейротрансмиттеры, которые выделяются во время бега, они помогают вам быть более продуктивным.
Еще совет, который я хотела бы дать ученикам, это when you train yourself to do hard things in life, например, бегать по утрам в 5 утра. Кто хочет бегать на улице? Никто не хочет в 5 утра бегать. Кто хочет вставать на утреннюю молитву в 5 утра? Это тоже тяжело себя заставить. Кто хочет принимать контрастный душ? Никто. Но когда ты тренируешь себя делать тяжелые вещи, you perform better in any area of life. Поэтому бег, когда дождь, снег, разумеется, имеет определенный уровень сопротивления, по итогу я все равно получу эту дозу эндорфинов и наслажусь процессом. Но он также помогает мне оставаться таким человеком, который не останавливается перед какими-то тучками или трудностями, который приучен к тому, что надо сделать, я иду и делаю. Я думаю, что это прекрасная организация. Я искренне благодарна за вашу миссию, за вашу сферу деятельности. I wish I had that experience. Я хотела бы, чтобы у меня были эти ресурсы, когда я была в школе, но я буквально вслепую находила, как поступать в Америку, какие есть выпускники там, какие есть люди с нашей страны в Америке, какие есть гранты. А NIS Alumni — это огромная база данных, ребята. Никогда не стесняйтесь reach out. Please feel free to reach out to me. Please feel free to ask questions. Это прекрасная возможность для вас, благодаря Alumni NIS, знать, в какой сфере люди до вас уже обрели успех и даже обратиться к ним за помощью. And I wish you best of luck in achieving your dreams. Please choose your dreams with your heart and believe in yourself and work hard for it, and you will get it. I promise you, you will get it.